Это новости экономики в прямом эфире. В студии работает Нургуяна Иванова. Правительство Российской Федерации одобрило пакет законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих реализовать новые проекты в Арктике. Отмечается, что любая зарегистрированная в Арктике компания или предприниматель, готовые запустить новый проект и вложить не менее 10 миллионов рублей в любую территорию арктической зоны, получат статус резидента, который даст ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. Туда входят льготы для инвестпроектов, связанных с добычей углеводородного сырья на шельфе, добычей углеводородного сырья на континентальной части, производство сжиженного природного газа и газохимии, строительство портов, промышленных предприятий. Полпред президента в ДФО вице-премьер России Юрий Трутнев ожидает роста объемов строительства на Дальнем Востоке, в частности, благодаря программе льготной ипотеки. Для этого, по словам полпреда, необходимо обеспечить приход в регион новых крупных застройщиков. Напомним, программа позволяет молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар» получить кредит в размере не более 6 миллионов рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в среднем по России за 2019 год подешевели на 7%, а именно до 40 тысяч рублей за сотку. Так, сильнее всего земля под ИЖС подешевела в Магаданской области и Ненецком автономном округе. На 24% меньше земля стала стоить в Якутии. Четверку замыкает Забайкалье, где цены упали на 17%. Отмечу, что в Подмосковье стоимость земли установилась на уровне 70 тысяч рублей, уменьшившись за год на 6%. В исследовании сравнивались цены четвертого квартала 2019 года со стоимостью аналогичного периода 2018. Эксперты выводили медианные значения цены, что позволило нивелировать нерыночные факторы, которые могут скорректировать показатель стоимости. Международный производитель бриллиантов Dali Diamond подписал кредитное соглашение с Росэксимбанком о финансировании закупок алмазного сырья у Алроса. Соглашение предусматривает открытие возобновляемой кредитной линии сроком на 24 месяца. Финансирование предоставляется в евро. Условия финансирования являются одними из лучших в отрасли на сегодняшний момент, как в части ставок, так и в части отсрочки платежа перед банком. Компания «Полюс» по итогам прошлого года увеличила общий объем производства золота на 16% до 2 миллионов 800 тысяч унций, что соответствует годовому плану. Всего за 2019 год компания переработала свыше 44 миллионов тонн руды. Прирост золотодобычи объясняется увеличением производства на 3 активах компании – на Талке, Куранахе и Вернинском. Так, производство золота на Куранахе в Якутии выросло на 13% благодаря увеличению объемов переработки. Что касается этого года, то «Полюс» планирует сохранить объемы производства на уровне 2 миллионов 800 унций золота. Компания планирует завершить технико-экономическое обоснование по проекту строительства на месторождении «Благодатное» и намерена реализовать на Наталке ряд технологических улучшений, в числе которых внедрение скоростной флотации и расширение передела сорбции. Резидент ТОР «Южная Якутия» компания «Колмар» отложила приезд 80 китайских строителей до стабилизации ситуации с коронавирусом в Китайской Народной Республике. Отметим, что в начале текущего года ожидалось прибытие строителей из Китая. Иностранные работники должны были вести строительство обогатительной фабрики «Инаглинская-2», где сейчас происходит монтаж технологического оборудования. В компании отметили, что пока рано прогнозировать, как это отразится на сроках реализации проекта. В данное время на строящемся объекте работает 105 человек из КНР, прибывших осенью прошлого года. Отмечается, что в период распространения коронавируса строительные бригады не выезжали за пределы Российской Федерации. Якутская компания ЕКТ «Сокол» выпустила более 200 вездеходов за 2 года. Их производство в Якутске началось в 2017 году. На сборку одного вездехода уходит около недели. Вездеход «Сокол» внешне напоминает квадроцикл, его длина составляет 3 метра, ширина около 2 метров. Транспортное средство весит около 700 килограммов. Стандартный вездеход стоит от 700 тысяч рублей. Цена за модель «Сокол Про» начинается от 1 миллиона рублей. В дальнейшем якутская компания планирует расширить производство. На этом мы завершаем обзор экономических новостей. До встречи в следующем эфире.